За общим столом собрались жены тех, кто вместе со всеми солдатами приближал победный май 45-го. Крепкого здоровья, долгих лет жизни вдовам ветерана Великой Отечественной желают организаторы встречи Ингушское отделение Социального фонда России. Сегодняшняя встреча – повод для этих женщин вспомнить, как ковали победу их мужья на фронте. Зиаудина Гайтукиева не стало несколько лет назад, но его вдова Люба бережно хранит воспоминания о супруге. Ушел ветеран на фронт в начале 1942-го. Участвовал в Сталинградской битве, а чтобы избежать высылки и остаться на фронте, ему пришлось поменять имя. Так Зиаудин стал Николаем. Был достоин медали за отвагу и за победу над Германией. Свою последнюю награду Зиаудин Гайтукиев получил уже из рук президента страны Владимира Путина в Большом Кремлевском зале в честь 70-летия Великой Победы. Путин дعвга сенса снимать вяхал сходил шкашечка. Тоже поснятие того. Шентай падил да замара башка. أخلدي غرقت المسكت عم يقعد شبها حط وقام يلا يحط بدو غرقت بير بيدعي خار أزبر بير بيعاقوا بيعمل بير بي جايتو كيني كوادي ميتشان بوتين دعي خار أزبر سجل يا أخا كاش سجل شيء. Своего супруга, Саварбека Плиева, его жена Лейла запомнила как необычайно доброго человека. Так о нем отзываются и все, кто его знал. Войну ветеран прошел от начала и до конца. Участвовал во многих решающих сражениях, в том числе и в Курской битве, где был командиром батальона. Награжден орденом Красного Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны первой степени. А также получил медаль за боевые заслуги. Не стало ветерана 10 лет назад. Его сердце, болевшее долгих 14 лет, остановилось 30 июня 2013 года. Доченька Яр всегда, мальчики от профессора Атович. Только вежливость с ними надо, Яр. Его нельзя и не агрессивно говорить с ними. Он очень хороший человек, Яр. И он много пережил, Яр. Дай Бог вам здоровья. Спасибо, профессора. Что лазерды ондар, Яр. Еще месяц для открытия. Теперь хакал гармяха вот солтежну сторону. При последнее время под старости лет у него еще сердце получилось. Такие встречи с родными и близкими ветеранов Ингушское отделение Социального фонда России старается проводить ежегодно. Для гостей они подготовили презенты и цветы. Эта добрая акция – повод лишний раз оказать внимание родным тех, кто отстоял родину в тяжелое для нее время. В преддверии праздника 9 мая хотелось бы поздравить всех ветеранов Великой Отечественной войны России, Республики Ингушетия, а также их членов с праздником, пожелать им крепкого здоровья, долгих лет жизни и всего самого наилучшего. Очень нам приятно. Встреча состоялась в недавно открытом на базе социального фонда Центра общения старшего поколения. В дальнейшем здесь будут проходить различные лекции, творческие вечера и обучение для людей пожилого возраста. Частыми посетителями центра, как надеются сотрудники фонда, станут их сегодняшние гости. Дана Плиева, Джамалил Султыгов, Новости 24.